Несмотря на то, что Ингушетии бокс переживает не лучшие свои времена, спортсмены Магасовской школы бокса и спортивного клуба «Оздо» одержали триумфальную победу на недавно прошедшем открытом турнире в Ставропольском крае. В нем участвовало 262 спортсмена. И нашим атлетам удалось завоевать первое общекомандное место. Воспитанниками спортклуба «Оздо» и спортивной школы сельского поселения Али-Юрт завоеван кубок «Лучшая команда турнира» на открытом турнире по боксу на призы мастера спорта международного класса Виктории Усаченко, проходившем в станице Суворовская Ставропольского края с 25 по 29 сентября. Ингушские спортсмены привезли домой 14 медалей различного достоинства. В этом боксерском зале полно спортсменов с выдающейся физической подготовкой и несгибаемой волей к победе. Они берут пример с бойцов прошлого и современности, стремясь достичь их высот и в чем-то даже превзойти. Тренируясь под руководством Магомеда Дзаурова и Исы Маргустова, юные бойцы развивают в первую очередь выносливость. Лучший способ подготовки боксера – это бег. Ключом к победе известных боксеров является выносливость, которая заключается не только в максимальном объеме кислорода, который может воспользоваться тело в единицу времени. Для боксеров это способность мышц дольше развивать большую мощность. Делая это часто, чередуя все виды бега, спортсмены быстро становятся неутомимыми. Но и также не менее важно подготовить свой разум к битве. Бокс – это, возможно, самый трудный из всех видов спорта. Он требует скорость, быстроту, ловкость, выносливость и совершенную психологическую устойчивость. Бокс может подготовить просто невероятно, сводя в ринге лучших спортсменов высоких уровней друг против друга. Это приятная наука, но в то же время это жесткий и брутальный спорт. Что более важно, бокс продвигает спортсмена намного дальше, чем ты когда-либо мог себе представить, и высвобождает настоящего бойца, который сидит глубоко внутри каждого из нас. И есть особенность, которая объединяет всех успешных бойцов. Это большое сердце. Сила бокса заключается не только в технике. Я верю в свою победу. Благодаря этому я побеждаю. В своей вере. И готовился хорошо. Каждый день тренировался. Это был мой недалеко первый турнир. Волнения не было. Противники были хорошими. Благодаря усердию и старанию я победил. Сборная Казахстана была хорошо подготовлена. Они были опытными и
там большинство только были одни сборники страны. Мой финальный бой был очень сложный. Выиграл 2 раунда и одержал победу. Боец был очень жесткий, хороший. Я его переиграл на технике. Боец был жестким. Он делал как бы 2 акцентированных удара. Я брал на блок, а потом атаковал и побеждал количеством ударов. Сейчас я готовлюсь к отбору на Россию. А вообще моя заветная мечта стать олимпийским чемпионом. Со временем осознаешь, что бокс – это почти постоянные безостановочные контрудары. Боксерские тренировки и боксерские упражнения нацелены на улучшение боевых способностей. Правильные тренировки готовят к поединкам, при этом развивая навыки бойца, боевые мышцы и улучшая общую форму. Это один из тех залов, которые больше похожи на фабрики талантов, производящие чемпионов год за годом. А теперь, друзья, мы хотим продемонстрировать вам один элемент тренировочного процесса. Это давно забытая старая советская школа бокса, которая прививает боксеру навыки передвижения на ногах. Или, говоря на языке бокса, передвигаться на челноке. Боксеры должны особенно тщательно прорабатывать над силой и подвижностью ног, так как именно они обеспечивают боксеру свободу перемещения по рингу. В этом зале хватает места для бойцов любого веса, силы и скорости. От быстрого, как скоростной бегун, до костолома, силового панчера. Занимаясь в юности, я всегда был окружен замечательными тренерами по боксу. Но лишь сейчас я начинаю замечать эти едва заметные отличия в подходах выдающихся учителей от обычных учителей. Что самое важное в тренировочном процессе, вообще в подготовке боксера? Что вот в приоритете? Ну, в приоритете в основном идет техника. Если тренер дает технику боксеру, значит он начинает развиваться. Все остальное подтягивать можно и физически, и все остальное. В основном тактика, технически, в основном технику надо в основном боксеру поставить. Стойку, изначально стойку, как в школе, вот как в 1 классе начинаешь учить ребенка, вот точно так же и в боксе. Как поставил, так и он и идет дальше. В чем характерное отличие ингушской школы бокса или вообще боксеров из Ингушетии? Чем они отличаются от других? В чем их сильная сторона? Сильная сторона – это дух, в основном у боксерских. У боксеров Ингушетии это дух, у ингушей в основном. Вот в основном из-за этого и начинается больше, как бы, это вид спорта такой, что бойцовский вид спорта, у ингушей этого не отнять, и потому оно идет в основном. А теперь скажи, пожалуйста,
какую оценку ты бы дал боксу на сегодняшний день в нашей республике? Ну, я не давал бы оценку боксу республики, потому что пока бокс идет, так сказать, не на высоком уровне, из-за некоторых таких ситуаций, как сказать бы, мелких финансирования и все остальное. Из-за этого бокс. Но ничего, я думаю, все будет нормально в дальнейшем. Пойдет и финансирование будет. В принципе, если человека, боксера, надо куда-то выставлять, надо ведь надо ведь обкатывать. Ездить на одни, на вторые, на третьи соревнования. В одной каше не получается ничего, как бы сказать. Да, в собственном соку варится, мало результата даст. И в заключение нашей беседы хотелось бы получить совет от мастера спорта Советского Союза для начинающих боксеров или для тех, кто собирается заняться профессионально или хотя бы на любительском уровне этим видом спорта. Совет такой бы дал бы. Бокс – это не только силовой вид спорта, но и умственный, как бы сказать. Люди, которые думают головой, они продвигаются далеко, в принципе. И хотелось бы сказать, думайте, тренируйтесь, занимайтесь и будьте здоровы, как бы сказать. В принципе, хотелось бы такой совет дать. В этом зале любой может найти для себя интересные и эффективные упражнения для тренировок по боксу. А вообще для боксера не важно место, где тренироваться. Главное, чтобы была мотивация для занятий боксом. Цель любого боксера – это номер один. Это всегда становиться лучше, чем ты был вчера. Или, как в случае следующего нашего героя, стать лучше, чем на крайнем турнире. Это был тяжелый турнир. С разных стран, разных городов приехали очень сильные команды. Например, Казахстан. Пацаны из Казахстана очень хорошо провели свои бои. И мне удалось занять только второе место. Из-за этого я вынес свои ошибки. Не двигался, отпускал руки и не шел в атаку. Это поражение замотивировало меня, и я больше готовлюсь к отбору на Россию. Своим результатом второе место я недоволен. Были некоторые факторы, из-за которых я взял второе место. Например, поездка в Хач в августе месяце. Я тренировался только 1 месяц, и мне не удалось подготовиться нормально к этим соревнованиям. Еще у меня был первый год по юниорам, поэтому, наверное, второе место получилось. И это меня еще больше замотивировало. Я сейчас буду готовиться к отборам на Кубок России в городе Иркутск. Моя главная цель – это стать олимпийским чемпионом, как, например, Рахим Чахкиев. Главное для боксера, я считаю, это желание. Во-первых, у человека должно быть желание заниматься каким-либо спортом. Потом уже дальше надо развиваться. Я хотел бы поблагодарить своего тренера Кадзоя Маусара Шамсудиновича. Он мой первый тренер, и он учил меня всему, что я сейчас делаю. Я 6 лет занимался кикбоксингом, дальше уже перешел в бокс. И Маусар, он мой первый тренер, я за это ему очень сильно благодарен. Страх пропустить удар ослабляет наши лучшие качества. Особенно эта проблема часто встречается среди новичков, которые учатся боксировать. К счастью, есть решение, и каждый может преодолеть этот страх. Прежде всего, нужно спарринговать на своем уровне. Речь идет о темпе и интенсивности. Не стараясь быть быстрее или жестче, чем боксер может себе позволить. Не стоит драться с парнем, у которого в разы больше опыта, массы, скорости и силы, чем у тебя. Со временем и практикой тело будет реагировать лучше и будет способно принимать более жесткие удары, не чувствуя боли. Дело не в прочности, дело в естественных мгновенных рефлексах, усовершенствованных со временем, что позволяет тебе делать это.
В качестве бонуса для наших телезрителей хочу представить вам нашего земляка, который выступает за московский боксерский клуб ЦСКА. Расскажи о своем последнем достижении, где это было и как. Последние соревнования у нас проходили в городе Брянске. Называется всероссийский турнир Кубок Белых Волков. Я там провел 3 боя и выполнил норматив мастера спорта. Теперь, что у тебя в планах? Над чем ведется работа сейчас? Сейчас идет подготовка. Где-то через месяц будет всероссийские соревнования Гран-при Тулы. Называется. В городе Туле будет проходить. Там мы готовимся. Сейчас ближайшие планы у нас. Не могу не задать этот вопрос. Почему бокс? Почему ты выбрал именно этот спорт для себя? Так, бокс это как бы зрелищный вид спорта. Самый зрелищный, я считаю, среди единоборств. И бокс мне просто нравится. По традиции нашей передачи я хотел бы предоставить тебе слово. И ты уже на правах мастера спорта по боксу можешь сказать, обратиться. Я хочу нашим ребятам посоветовать, чтобы они занимались боксом, потому что это мужской спорт, мужественный спорт. И даже они не добьются больших высот, это в жизни пригодится им. Можно спарринговать где угодно, но боксерский ринг – это лучший вариант, если ты хочешь научиться боксировать, согласно общепринятым правилам и сценариям бокса. Наличие ринга помогает ограничить пространство, чтобы никто из соперников не смог убежать далеко за пределы дистанции. И также вынуждает развивать навыки работы на дальней дистанции, так же как и на ближней. При этом на психологическом уровне находящиеся в ринге вынуждены противостоять своему сопернику без возможности уйти. Эти уроки хорошо усвоил воспитанник спортклуба «Оздо» Саид Алмазов, показав зрелищные и красочные бои на прошедшем турнире на Кубок Виктории Усаченко. Guilty selfishness is. You didn't even consider for 1 second how painful it must have been for him. You put your own feelings before everyone else's. I can't see that you love him when you behave like that. Now you must promise to be a good girl, Bess. Promise to be a good girl. Я поехал на этот турнир, был настроен морально, физически. Я знал, какие будут у меня соперники, знал, какие нужно с ними проводить бои. Ну, и зашел в ринг, начал боксировать и побеждал. Самый сложный поединок, он был в финале. Боксер из Казахстана, первый разрядник, первый номер моей весовой категории. Сборной юношеской Казахстана. Соперник был нелегкий, был высоким, длинноруким. Ну, по установкам тренера работал, подбирался. За счет его роста не мог на дистанции с ним работать. Подбирался к нему на ближний бой, работал в ближнем бою, в средней дистанции. Начинал прямыми, заканчивал там апперкот боковыми. Я рад, что я победил, но это, конечно, не первая победа моя. Я участвовал в многих международных, всероссийских турнирах, на первенстве России, СКФО и так далее. Но больше всего я обрадовался, что общекомандное первое место заняли. Команда первое место заняла и кубок дали. Сейчас на данный момент я готовлюсь на первенство юность России,
который будет проходить в Ставропольском крае, станица Суворовская. Если дал Эндели, мне там повезет, поеду на первенство России, переходную Россию, иншаллах. Победители говорят, что громкая победа не повод, чтобы расслабляться. Это ответственность. Теперь им предстоит ежедневно отстаивать звание лучших и сильнейших. Юные боксеры порадовали всех своих земляков яркой победой и вновь напомнили всем, что из себя представляет ингушский бокс. Считаю необходимым выслушать человека, который стоит за этим успехом. Расскажи про этот ваш триумф на открытом турнире Ставропольского края. Ну, как вы знаете, мы сейчас ездили недавно на турнир. Этот турнир посвященный десятикратной чемпионке России, многократной чемпионке Европы и мира, мастер спорта международного класса Виктории Усаченко. Это звезда не только Ставропольского края, но и российской женского бокса. И вот там был турнир, участвовало 260 человек. Приехало 3 состава сборной Казахстана, была сборная Армении и Ростов, Краснодар, ну и, как говорится, наш Северный Кавказ. И было всего 260 участников. И вот из этих всех участников, вот, как говорится, наша команда была признана лучшим. И как вы знаете, нам вручили кубок как лучшая команда на этом турнире. Пацаны выступили очень достойно. Вот я, например, как тренер сегодня обрадовался, потому что там мы в финалах встречались с сборной Казахстана. Как мы знаем, казахская школа бокса – это очень сильная школа бокса. Не то, что сегодня в мире. Она вообще идет на первом месте вообще в мире по боксу, потому что у них двукратные, у них есть олимпийские чемпионы, есть люди, которые завоевали кубок Баркера, это дается лучшему боксеру Олимпийских игр. У Казахстана 3 человека, которые это завоевали. И с такими людьми выйти и боксировать, и я обрадовался, что наши вот воспитанники нашего клуба, вот клуба АСДО, который вот года 2 мы только занимаемся, вышли и достойно выступили, и переиграли таких хороших соперников. Мне аж так понравилось. И даже все, которые там вот были, присутствовали люди со Северного Кавказа, там другие регионов, которые меня знают, подошли, говорят, ну, говорят, команды, говорят, очень классные. Вот отсюда у меня вопрос. За счет чего вам удалось их переиграть и что стало вашим козырем? Ну, насчет козыря я не скажу, но мы старались подойти, вот мы подходим к тренировочному процессу, как вы вот сегодня видели, у нас разные тренировочные процессы идут, мы работаем на ноги, на руки. Просто я вот в Ингушетии давно работаю, но я давно не видел, чтобы вот забыли советскую школу бокса. Это СССРовская школа бокса. Вот я сейчас специально вот лестницу сделал, это уже ноги, руки. У меня пацаны, вот поэтому мы чисто вот взяли, за счет тактики взяли и переиграли их. Просто начали думать головой. Не просто, как говорится, берем одной дракой, а берем головой. Потому что бокс, я всегда говорил и буду говорить, бокс это шахматы. Здесь каждый ход надо думать. Вот поэтому мы за счет тактики просто элементарно посмотрели бои, перед финалом сказали пацану, что делать надо, как делать надо. И он выполнил все, что ему сказали, он как вот по материалу все выполнил, и за счет этого мы так их переиграли. Как по книжке, да, как говорится. Я уверен, на достигнутом останавливаться вы не собираетесь. Поделись планами на будущее. Ну, останавливаться мы не собираемся. Я вот эту молодежь специально возил для обкатки, потому что у меня сейчас 25 числа будет отбор к первенству России. Я хотел их посмотреть, проверить, как они себя сегодня чувствуют. Ну, посмотрели, и у нас сейчас 25 октября, там же в Суворовске, где мы сейчас были, в Ставропольском крае, будет отбор к первенству России. Я думаю, мы, как говорится, очень сильно надеемся, что наши пацаны очень хорошо выступят. Просто у меня есть надежда, что я, как говорится, посмотрел их в деле. Я надеюсь, что
Ну, 99%, что мы сможем попасть на Россию, остальное все уже от Аллаха зависит. Сегодня, побывав здесь на вашем тренировочном процессе, я сам, если честно, уже даже не сомневаюсь, и глядя на те победы, которые уже добились ребята, то, как горят их глаза и в какой форме они находятся, сомнений нет, что они смогут добиться многого, тем более под таким чутким руководством.